На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 10 февраля. Пополнить ряды самозанятых, найти работу или переобучиться в востребованной профессии. В Чувашии это возможно по программе «Социальный контракт». В республике она реализуется в течение 4 лет. Планируется, что не менее 12 тысяч семей смогут выбраться из бедности к 2024 году. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. При заключении социального контракта с гражданином разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации. Именно в ней предусмотрен тот объем помощи, которую он получит. Все зависит от конкретной жизненной ситуации. В рамках составления этой программы определяется та траектория, которая поможет человеку выйти из бедности. Это несколько направлений. Помощь при трудоустройстве, при создании собственного дела, личного подсобного хозяйства, либо прямая финансовая поддержка. Все это является реальным шансом для малоимущих семей для дальнейшего трудоустройства или организации собственного бизнеса, уверены в Минтруда. Патриотический марафон «Рубежи Победы» продолжает свое путешествие по стране. В начале марта он пройдет в Мордовии. Об этом стало известно в ходе рабочего визита министра культуры Чувашии Светланы Каликовой в Саранск. В 2021 году мы год посвятили полностью труженикам тыла. И сейчас мы хотим поделиться своим опытом с жителями Республики Мордовия. Мы привезем сюда оперу «Сурский рубеж», который был поставлен на гран главы Чувашии Чувашским театром оперы и балета. Кроме того, ученые Мордовии, ученые Чувашии проведут совместную научно-практическую конференцию. Пятница. Время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Дружно на красный. В Чебоксарах на одном из перекрестков водитель черного микроавтобуса оказался то ли нетерпеливым, то ли невнимательным и пересек дорогу на запрещающий сигнал светофора. А находящийся за рулем соседней легковушки зачем-то последовал его примеру. Хорошо, что вовремя опомнился. А на следующем видео на трассе М7 водитель «Тойоты», видимо, решил продемонстрировать остальным свое мастерство. Правда, при резком перестроении не справился с управлением и влетел в столб. Завтра в Чувашии стартует, пожалуй, самое долгожданное событие зимнего сезона – Лыжня России. Напомню, спортивный праздник в нашей республике проводится с 2005 года. Лыжные старты пройдут во многих муниципалитетах республики. По традиции центральной площадкой станут Чебоксары. Для главного забега уже подготовлена трасса спортшколы Олимпийского резерва номер 2. Наш благотворительный проект «Найди друга» выходит на телеэкраны уже 2-й год. За это время мы поделились историями почти полусотни бездомных собак. Брошенных питомцев обихаживают волонтеры пункта передержки «Право на жизнь». Сегодня познакомим вас с очередной их подопечной. Моя классная собака. Знакомьтесь, это Лиска. Настоящий бумеранг, отзываются о ней работники приюта. Очень компанейская. Так и норовит лишний раз обняться. Но, несмотря на все эти плюсы, Лиска уже 3-й год отсиживается в пункте передержки. Кто знает, может быть, именно вы станете тем добрым другом, который подарит ей шанс на лучшую жизнь. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».